Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришел генеральный директор акционерного общества «Теплоэнергия» Михаил Воробьев. Михаил, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Всегда забываю это сказать, поэтому говорю сразу. Спасибо, что согласились быть гостем нашей передачи. Вот. И чем вы к нам сегодня пришли? Я смотрю, у вас картошка, мясо, нут лежит, рис. Что-то такое есть интересненькое. Да, сегодня я хотел бы приготовить, я называю это блюдо зимнее блюдо, потому что я его готовлю зимой. Я очень люблю готовить, много Готовка, готовлю. я так понял, на «ты», если еще и разбираете это на зимнее, на осеннее, на весеннее, Да, по сезонам, верно. да? Люблю готовить на огне, поэтому в основном готовлю летом. А это зимнее блюдо, это кюфта базбаш. Еще раз. Кюфта базбаш. Как? Это турецкое блюдо. Так. Оно известно со времен Османской империи, но оно так хорошо распространилось по миру, что его готовят и в Азербайджане, в Армении, на Кавказе, на Ближнем Востоке. То направление, да, получается? Совершенно верно. Оно совершенно простое. Используется нут, турецкий горох. Так. Значит, рис — это для того, чтобы положить его в фарш. Фарш в основном используется либо говяжий, либо бараний, либо говяжий бараний. Я беру говяжий фарш и туда могу мелко-мелко прямо на терочке постругать курдючное сало баранье. Получается очень вкусно. Вот. И берется либо алыча, либо чернослив. Я покажу. Внутри мяса. Опыт, я так понял, есть. Сказали, что довольно простое блюдо, но по мне это ни разу не простое. Ну, очень вкусное. Вот, я не сомневаюсь. Если мясо есть, то уже очень вкусно. Совершенно верно. У нас же для якутов самое главное мясо. Ну что, сколько времени потребуется, как быстро все это делается? Около 40 минут, максимум час. Наша передача 45, поэтому надо начинать. Если что, возьмем паузу, да? Хорошо. Да, предлагаю начать. Вы начинаете и начинайте сразу рассказывать. Да, ну начнем, наверное, с того, что поставим вариться нут. Нут. Я его заранее замочил, он ночью пролежал в холодильнике, Ну, в воде. Да, его же надо замачивать. Да. Мы его сейчас поставим вариться. Ага. Водичка нужна. Так. Водичка есть. Мне скажите, сколько заливать, по-моему, надо, да? Ну, лейте. От души. Еще. Потому что здесь же потом будем варить мясо. Ага. Еще. Еще? Вот теперь достаточно. Вот так, хорошо. Ну, пока варится нут, я, наверное, почищу картошку. Картошку. И мы с вами... Да. И мы будем разговаривать. Да. Итак, ну что, теплоэнергия, я так понял, это тепло и энергия. Тепло и что? Тепло, горячая вода. Горячая вода. И То есть, если еще... горячей воды утром нету, ругать надо вас? Не везде. Так. Теплоэнергия — это примерно 30% от городского округа. В целом от городского округа, от мыса до мыса, мы поставляем тепло, горячую воду и холодную воду. Какие еще непосредственные обязанности? Что? Тепло, да, вообще все? Или? Да, это самое главное, это теплоснабжение. Мы не только вырабатываем тепловую энергию, то есть у нас есть котельные, у нас 43 котельных и центральных тепловых пункта. Где-то мы транспортируем тепловую энергию, то есть мы получаем тепло, например, с ГРЭСа-2, и по нашим сетям, через наше оборудование транспортируем до потребителя. Хозяйство достаточно большое, в целом на предприятии работает около 700 человек. Предприятие большое. Мы обслуживаем Марху, центр города. Прямо в центр города у нас есть котельные, да. И автодорожный округ, Сайсар и Табага. А сколько вообще котельных в городе есть? Есть какая-то? Ну, общее количество, наверное, не более 60. Не более 60. Ну, то есть 2/3 ваши? Совершенно верно. Ну, то есть большую часть города обеспечиваете вы? Нет, большую часть города теплом обеспечивает все-таки Якутскэнерго. Якутскэнерго. Да, за счет ТЭЦ, выработки тепловой энергии на Якутская ТЭЦ и ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Так, и как прошел сезон? Ну, проходит, скажем так. Он у нас... Да, мы его еще не завершили, но тем не менее хотел бы сказать, что, слава богу, в этом году у нас обошлось без аварий. Аварий не было вообще.
Ни одной? Ни одной. Серьезной аварии не было ни одной. Ну, течи, авария это, где-то там горячая вода это- протекает. Я часто вижу, гараж иду, там что-то течет. Нет, Сосульки такие. это нельзя назвать аварией, да. Течь, небольшая течь, это не авария. Я говорю об авариях, когда останавливались котельные. Когда ну пришлось да, останавливать котельные. Когда, да, дом там целый отключается. Да. Вот это авария, Да. да? То есть в этом году, слава богу, нам удалось избежать, несмотря на то, что температура Ну, достаточно да, была да. низкая, холодно было. У нас вообще погода, что происходит, действительно, да? Ну, то есть вы, когда температура так плавно поднимается и не сильно, ну, наверное, радуетесь. Когда, ну, Нет, минус 55, это лучше, всё- лучше морозы. Когда морозы, оборудование работает стабильно, нет перепадов температуры, нам не приходится убавлять или наоборот повышать ну вот это температуру. рубильником регулировать вам не нужно. Да. Когда она стабильная, когда холодно, наоборот. А вот когда начинается оттепель, когда мы начинаем снижать температуру, вот тогда начинается тут побежала, там побежала, здесь Где-то не задвижка. хватило давления, где-то, наоборот, Совершенно, побольше. совершенно верно. Тут Поэтому свои нюансы. проще. Ну, то есть какие-то есть специальные люди, инженера, которые Совершенно там верно. сидят, Совершенно ходят верно. по этим теплопунктам, да. У нас просто рядом с домом, по-моему, один теплопункт. Огромные машины все время приезжают, там бородатые мужики что-то там делают, курят, делают. Вот это ваши работники, получается, скорее Ну, всего. это нет. Наверное, там, где вы живете, это, скорее всего, Якутскэнерго. Якутскэнерго. Мы разделили городской округ, город Якутск, на 4 энергорайона. И у нас есть 4 энергорайона, 4 руководителя энергорайона, которые отвечают вот за работу котельных, каждый. сети. Каждый свое, да? Да. У нас большой автопарк автомобилей. К сожалению, они, может быть, видели, по городу ездят такие старые автобусы с наклейками «Теплоэнергия». Да. Мы их называем «Фердинанты». Фильм был с Высоцким. Место встречи? Место встречи. Да, Я ну, сказал горбатый. да, Да-да. да, Вот, да. вот эти автобусы, они там 70-х годов выпуска, но тем не менее они бегают вполне, до сих пор. вполне все хорошо, мы за Ну, ними или следим. вот обслуживающие машины. Совершенно верно. Совершенно Да, верно. ну, значит, парк старый вы уже пожаловались. Вы же мэрии принадлежите полностью, Да, 100% учредитель у нас окружная администрация. окружная администрация. Ну, то есть пора менять. Ну, потихонечку меняем, покупаем. Покупаем. 2-3 машины в год стараемся менять. Ну, а о себе расскажите тогда еще. Я родился в городе Якутске. Ага, коренной. Коренной, совершенно верно. Мой отец родился тоже в городе Якутске, а мама родилась в Пеледуе, Ленского района. До 9 класса я учился в школе номер 4. Тогда это была 9-летняя школа. Еще в первый класс пошел в 1986 году. Это было деревянное здание на пересечении улицы Пирогова и Жарницкого. 9 классов закончил там и потом перешел в школу номер 26 и окончил уже 26-ю школу. Ну, работать я начал очень рано, в 18 лет. У меня не получилось с первого раза, хотя я был хорошист, у меня не было ни одной тройки, но не получилось с первого раза поступить в институт. Я пытался поступить в школу милиции, как ее называли, да, юридический институт МВД. Не получилось. Это Но- который по... Якутская улица. Да-да-да, Якутская. Ага. Но зато меня взяли туда на работу. Я пришел на работу туда. Ну и попыток у меня больше не было поступить. Желание в школу милиции почему родилось? Ну, скажем, тетя у меня всю жизнь посвятила работе в милиции, полиции. Она подполковник. Дядя тоже всю жизнь посвятил. Брат моего деда военный. Ну, как-то дед летчик. Да. Преемственность, да? Все были в форме. Ну и мне тоже хотелось быть в форме. Вот. Ну, после того, как я уже окончил обучение, учился не там, я учился в Академии правоуправления, а потом перешел в Институт госадминистрирования, я понял, что все-таки у меня тяга больше к технике. На самом деле, может быть, мне стоило пойти учиться на инженерный факультет. Но уже работая сейчас в теплоэнергии, я понимаю, что те знания, которые у меня есть, знания юридические, управленца, чуть-чуть экономиста, да, они позволяют мне управлять таким крупным предприятием и разбираться в том числе во всех технических и инженерных тонкостях. Ну то есть вы в полях, вы руководитель, вы... как бы, Скажем, с точки зрения технических данных, это я самоучка. Я самоучка, я перенимаю опыт у Ну, я знаю, людей, с вы которыми любите я работать руками, Да, что-то там с совершенно дедом вместе что-то делали, да? С отцом. с отцом, да, да. да. Ага. У меня отец работал в Маганском авиаотряде, он был техником. Значит, и мы с ним очень часто занимались. Он изобретал печки, различные печки в палатке. Рыбачить любит. Рыбачить, очень любит рыбачить, особенно на подледную рыбалку. А потом мы с ним даже как-то можно чуть-чуть чуть-чуть убавить.
Помните, может быть, были такие машины, ЛУАЗ назывались? ЛУАЗ, я Да, луноход их называли. помню, тоже нос вот такой, да, квадратный. Вот мы с отцом двигатель запорожский оттуда вытащили и поставили двигатель от москвича. Почему? Разница в работе двигателя. Запорожский двигатель, он имеет воздушное охлаждение, у него нет водяной рубашки, он сильно-сильно тарахтит. И мощность у него маленькая. А мы поставили обычный двигатель. Мощнее захотели. Помощнее. Ну, УАЗ, и, насколько я знаю, это же страшно проходимая машина. Очень проходимая Она машина. и за счет легкости, по-моему. Совершенно верно. Да. Независимая полностью подвеска. Там привод на каждое колесо. И мы в такие места с отцом заезжали, куда, наверное, бы даже пешком было бы трудно пройти на этом УАЗе. Специально ездили, выбирали? На охоту. Нет, мы ездили на охоту, мы ездили на рыбалку. С этого момента подробнее, пожалуйста, потому что я тоже охотник-рыбак, интересно всем. Я помню, мне было лет 5 или 6, вот в памяти четко этот момент, когда я иду по лесу, а у нас на Вилюшском тракте была землянка. Мы приезжали на этом луазике, у него нет водяного охлаждения, снимали аккумулятор, да, замораживали его, в землянке топили, и тогда было как-то просто, мы ставили петли на зайцев. На зайцев. На зайцев, слава богу, Тропы, были тогда. зайцев было очень много. Да. Я никогда не видел косуль. Вот самое интересное, сейчас косуль очень много. Косуль, Тогда наоборот, их сейчас не много, было. да. Ну Тогда да, их не да, было. да. Да, приезжали, и вот я 5 или 6 мне лет, я иду с рюкзаком, а в рюкзаке у меня заяц. А заяц очнулся в рюкзаке. С петли? Да, с петли. Ну, он же ногой, да. И он очнулся у меня в рюкзаке, и как давай, я помню, как я испугался, это было. Охотились много. Охотились много, ездили на рыбалку очень много, грибы, ягоды. То есть все время на земле. Все время в лесу. С одной стороны повезло, вроде как бы городской, но с другой стороны не каждый городской ребенок, ну да, какой-то. До 15 лет я стабильно все время был в лесу, либо на речке. Ну и законы были другие. Скажем так, сейчас я не буду спорить, хорошо это или плохо, но сейчас же детям вообще нельзя оружие, по идее, держать. Ну, в деревне куда деваться? Я помню себя маленьким. У меня в 5 лет уже было свое ружье. Отец какое-то ружье, может быть, оно без документов, скажем так, да. Я помню свою первую дичь, да, это был заяц. У вас как? Да, то же самое был заяц. У отца была горизонталка, двустволка ИШ. Очень хорошее ружье. У меня ИШ вот такой, одностволка, 28-й калибр был. И так еле-еле такой. Был 12-й калибр. Ну, замечательное было ружье, я до сих пор его помню. Заяц тоже первый. Первый был заяц, да, совершенно верно. Ну, сейчас времени, к сожалению, мало, поэтому все меньше выезжаю на охоту, но тем не менее бывает. В основном... Ну, если это вы все время в детстве, скажем так, это сердцем пронесли всю жизнь, я, скорее всего, это невозможно избавиться от этого. Просто зависит от тех, времени, да. еще от тех охотников, с которыми я езжу. К сожалению, в последнее время все любят на машине, не знаю, там ружье с оптическим прицелом, с коллиматором, так, и так далее. А мне это не нравится. Я люблю просто двухстволку на плечо и пешком. Да, с подхода. Боровая дичь в основном, боровая дичь на утку. Ну, тоже свой, как бы, скажем. Мне больше нравится пройтись по лесу. Даже если я ничего не добыл, ничего страшного. Зато я прошелся по лесу, подышал свежим воздухом. Активный это опыт, просто да. вообще отлично. Так, следующий этап. Да, мы делаем? перейдем к мясу. Что делать с мясом? Пожамкать? Значит, сюда я уже положил хлеб. Чуть-чуть хлеб, да. Хлеб нужен для того, чтобы мясо держало форму. Вот. Ну, некоторые нарезной батон кладут, да? Да. А вы хлеб? Я хлебушек. Мякиш. Белый. Да. Кто-то сюда добавляет лук, но мне кажется, что все-таки вкус настоящего мяса, это, тем более здесь будет куркума. Куркума даст определенный привкус, и в том числе мята. Сюда добавляем рис. Так, интересно. Рис я замочил тоже заранее, чтобы он... Тоже замоченный. Да. Я смотрю, много не кладете. Ну это получается как тефтелька, как котлетка, да? Да, как тефтелька. Нет, наоборот, рис здесь из-за того, что ингредиентов мало, рис очень хорошо вписывается в это мясо.
Ну, я бы не сказал бы мало, ну ладно. У нас у якутов просто же как традиционный блюд. Мясо отварил, все, кушаешь. Ну, я сравниваю с борщом, например. Борщ, ну борщ. да, Там иногда просто забываешь, что еще нужно положить. Да. Блин, это забыли, типа вот такой вариант, да? Так, сюда необходимо добавить мяту. Так. Мята, она позволит оставить светлым, ну, таким более-менее светлым сам бульон. Так. Обязательно базилик. Базилик, кстати, бывает двух видов. Бывает зеленый и бывает фиолетовый. Укроп. Все, это отправилось сюда. Укропчик тоже сушеный, да? Да, сушеный укропчик. Поэтому я называю это блюдо зимним. Потому что все сушеное. Сейчас мы это перемешаем хорошо. И потом добавим куркуму. Какое любимое блюдо вообще по жизни? Есть такое? Мясо. Мясо, любое? Мясо, рыба. Мясо, рыба. Рыба, да. У нас дома очень часто строганина. Очень часто. И рыба. Я сам солю рыбу. Любим рыбу очень. И куркуму, да? Да, куркума пачкает руки, поэтому лучше в перчатках. Ну, судя по тому, как вы все на глаз делаете, опыт не дюжий, да? Ну, люблю готовить, не спорю. Люблю готовить. Готовлю разные блюда. Ну, в основном летом, на огне, конечно же. Вот. А если зимой, то зимой в духовке. Эксперименты. Насколько часто? Бывает такое желание, что давайте-ка я научусь готовить торт. Нет, торт нет. Торт Нет. Мясо, супы. Я готовлю на мангале, плюс барбекю и еще в казане. Очень люблю. Ну, Да. тут В казане открытая готовить очень люблю. В казане готовлю все, начиная от борща, заканчивая просто курочку Дым-ляма, пожарить. хашлама. Да, Дым-ляма, хашлама. Плов, да. ну, наверняка. Конечно. Берутся кружочки, ну, примерно вот в ладошку. Так. Тефтельки. Тефтельки. Но самое важное, их нужно хорошо с силой так отбить, для того, чтобы, когда мы их будем пускать в горячую воду, чтобы они не развалились. Ну они, чтобы нет, да? Да. И вот здесь вот вишенка на торте, да? Так. Чернослив. Чернослив. Берем чернослив, берем чернослив и сюда прямо вовнутрь. Можно алычу, можно вишенку. Вишенка с косточкой такой определенный сладкий привкус дает и очень даже интересно. Прикольно. Ну хорошо, Я их давайте. несколько Вы штучек пока, сделаю, вы да. пока лепите, у меня Да. такой вопрос. Вы же не стали в один день сразу генеральным директором теплоэнергии? Какой еще опыт работы? Я знаю, вы в мэрии успели поработать. Со многими, причем мэрами, да? Ну, как я говорил, первое место работы у меня было юридический институт МВД. Так. Далее я работал в компании «Якутскэнерго». Какое-то время поработал в частном бизнесе. И совершенно случайно я пришел в окружную администрацию. Это был 2006 год, это была администрация Ильи Филипповича Михальчука. Я пришел на собеседование, и меня пригласили работать. Сами пришли, либо пригласили? Нет, я увидел объявление, пришел на собеседование, меня сразу забрали, сразу взяли. Взяли меня в комитет, тогда это был департамент экономики и ценообразования. Взяли меня главным специалистом, и работал я до 2012 года. То есть я поработал при администрации Юрия Вадимовича Заболева и при Ясны Сергеевича поработал. Дорос я до заместителя... То есть 3 мэра. Руководители менялись, а вы еще продолжали, да? Дорос я сначала до заместителя председателя комитета экономики, а потом был назначен начальником департамента ЖКХ. И оттуда ушел я с администрации, ушел в Государственную жилищную инспекцию. И опять такой... Много где работали? Это что? Это желание расти, либо это неусидчивость, либо... Это однозначно повышение было. С окружной администрации уйти в Государственную жилищную инспекцию, это подчиненность республиканского уровня при правительстве республики. Это был карьерный рост.
Ну, опять что-то во мне сломалось. Амбиции. да, значит. Опять что-то во мне сломалось, и я решил покинуть государственную службу. Вот. Я устроился в компанию, в частную компанию в области ЖКХ в 2012 году. И вот до 2018 То года есть я это как работал. управляющая компания была или Да, что? это была управляющая компания и теплоснабжающая компания. Котельные все вроде. Было Ну, то две есть тот же котельных. профиль, но другой. Совершенно верно. Так, И в 2018 году Светлана Владимировна выиграла выборы так. и пригласила на работу. Ага, Пригласила на работу в качестве своего заместителя по экономике и финансам. ну это вообще круто. И вот здесь вот я должен был решать такие достаточно сложные задачи. Понизить проезд в автобусе. Ну, у нас это получилось, мы снизили его. Продать вот эти вот джипы Но, продавали мы, потому что я курировал но одном из департамент первых, да, земельных предвыборных отношений. этих было, что, да, Светлана Владимировна говорила, что я помню даже селфи, фото, что Да. вот это Ну, было достаточно не нужно, да. сложно, потому что машины были старые, они... Долго думали принять решение, принять предложение, скажем так? Потому что, ну, ну как, все удивились, да, действительно, когда Дня вот три, Светлана Владимировна дня три выиграла. я думал, дня три я думал, Дня три. да. Недолго. Ну, на самом деле долго. Да? Да, я быстрее принимаю решение. Просто решение такое было достаточно взвешенное и серьезное, потому что я понимал, что вернувшись опять на муниципальную То есть службу... не эмоциональные. Обычно же у мужиков нет, тут две стороны обдуманное. мозга всегда говорят, что женщины вроде эмоциональные. Только обдуманное прагматично решали все как. Только обдуманное решение это было. Обдуманное. Взвесил все за, все против. Вот, и вернулся вот в окружную администрацию. Побаивались чего-нибудь? Да, в принципе, нет. В принципе, нет. Была команда, работали в команде, поэтому особо не переживал. Единственное, что очень сильно уставал. Очень сильно уставал, потому что в 8 утра уже на работе, а в 8 вечера еще на работе. Работы было очень много. Тем более я курировал не только экономику, финансы, да, это департамент экономики, департамент финансов, это имущественно-земельный комплекс, это предпринимательство, это транспорт. Вопросов было очень много. Одно по одному. Совещаний И очень меняется много. все, ну то есть там же считалось, что, ну как, работа мэрии уже по-другому пошла вообще, ну чуть ли не так. Ну и я считал своей основной целью также сохранить те проекты, которые были начаты во времена Александра Сергеевича. Это я считал обязательным условием. Была третья очередь теплицы «Саюри». Необходимо было завершать, необходимо было работать с инвесторами. Необходимо было завершать другие инвестиционные проекты, которые были начаты. Это и мусороперегрузочная станция, и новый мусорный полигон. Работы было достаточно много. Вот. И ответственно очень. Совершенно верно. Совершенно верно. Но потом... То есть, получается, уже 4-й мэр. Да? Совершенно верно. Ага. Совершенно верно. Ну, всегда задавали вопрос, откуда с Ардановой Владимировной вы знакомы. Ну, как бы это не секрет, она работала заместителем Юрия Вадимовича Заблева, заместителем мэра города Да. Якутска. При Заболеве, ага. Да, и тогда мы с ней познакомились. Просто вспомнила меня, пригласила. Но потом начался вопрос с дипломами об образовании. А у меня первое образование, я бакалавр. Я закончил в 2005 году, я бакалавр, одни из первых бакалавров. Кстати, я до сих пор не понимаю это. Ну, сейчас у меня сыновья учатся уже, студенты, да. При нас такой, как говорится, не было. Ну, как, высшее образование, все. А сейчас бакалавр, магистр, еще что-то есть, да? Ну, как бы сейчас, по-моему, мы вообще уходим с болонской системы, я так понимаю. Да. Ну, Это же болонская система Да, образования. да. Ну и, многие говорят, будь она неладна. да. И кадры приходят и говорят, что Михаил Сергеевич, извините, а с дипломом бакалавра вы не можете занимать должность заместителя главы. Оказывается, требование такое. Требование из федерального да. закона. К сожалению, я не знаю, я в этом тоже виноват, я должен был прочитать, изучить закон. Ну, а это разве не работа отдела кадров, который... В том числе работа кадров, В том ну, числе. я сам должен был тоже посмотреть. с двух сторон. Да, тем не менее, Светлана Владимировна попросила меня остаться и попросила возглавить предприятие «Теплоэнергию», потому что все-таки это по профилю. Я работал в системе ЖКХ, работал в системе коммунального И комплекса. то есть туда перешли. Перешел в «Теплоэнергию», да. И поступил в РАНХИКС.
поступил ну в чтобы РАНХИКС, все-таки, чтобы... если что, потом что, вернуться? Нет, да? нет, нет, не для этого. Не для этого. Чтобы потом никогда больше таких вопросов не возникало. В Ну, прошлом году... то есть была соответствующая компетенция. Да? Да, совершенно Ну да, верно. да, да. Ну и в прошлом году я закончил с отличием Кстати, я это тоже магистратуру заканчивал. РАНХИКС. Понтуюсь. А так. Мне очень понравилось там обучаться. Ну, на самом деле, в 40 лет учиться Тяжеловато. в университете заочно, а еще методика совсем иная. Если когда мы учились, у нас были от руки конспекты, Конспекты, да, обязательно. были доклады письменные, да, то здесь доклад только в форме презентации. То есть я с ноутбуком выхожу, презентация, да. и при этом то, что я говорю, и то, что на экране, должно отличаться. Давайте, наверное, погрузим их, да? Ну это вы решаете. Если вы решаете, то погрузим, то погрузим. Надо еще чуть-чуть воды. Водички, да? Ну, и Водички, тогда я чтобы предлагаю скрылось. добавить огня. Сейчас, потому что... Все отлично. Да. И... Да, может быть, посильнее. Так, соль у нас. Соль, перец. Соль. Вот, S. Чуть-чуть посолим. Фарш соленый, поэтому. Уже. Да. То есть вы Паш уже подготовили? Да, совершенно верно. Итак, ну то есть работу такую крутую, которая вроде как бы сильно много уставали, но это пришлось оставить и пришли к теплоэнергии. Ну то есть вы же до этого все время карьерный рост, а потом чуть-чуть, ну как бы... Я бы не сказал, или как? что это Не было понижение такой, какой-то да, психологической ломки такой не было? Нет, не было. Я пришел на производство, меня очень хорошо встретил коллектив большой. Ответственности... Ну, сказали, 700 человек. 700 человек. Ответственности не меньше, чем занимая должность заместителя главы. Ответственность очень большая. Потому что здесь я и мои заместители, и люди, которые стоят у котлов, они отвечают какое-то не за жизнь. завертелось, да. Как говорится, вы же говорили, этот сезон без аварии. Если авария, ну, виноват. Жизнь и здоровье людей. Жизнь и здоровье Да, людей. Очень серьезная голова летит ваша, в первую очередь. И вот здесь как раз-таки во мне мои технические, скажем, инженерные какие-то желания, пожелания, навыки, они пригодились. И начиная в 2019 году я пришел осенью, и начиная с 2020 года, с начала 2020 года, мы в теплоэнергии взяли курс на модернизацию и развитие. Мы сейчас реконструируем сети, реконструируем котельные, применяем новые материалы, да, вот, к примеру, горячая вода уже не по металлическим трубам, у нас трассы километровые, это полиэтиленовая труба. Мы строим новые котельные. Металлопластик или просто пластик? Это полиэтилен. Это не пластик, это полиэтилен. Да? Черная труба, черного цвета. Это разве не одно и то же шутка? Кажется, не знаю, так. Но не металл. Не металл. Хорошо, так. Сократилось количество аварий, потому что полиэтилен, он не бежит. Качество воды лучше. Если он лучше. перемерзнет, он даже, по-моему, выдерживает. Он выдерживает, В отличие от да. металла. Есть и, особенности. по-моему, срок службы чуть Выше, намного выше. 50 лет, а то и больше. Другая проблема есть. Если воду заморозить в этом полиэтилене, то отогреть достаточно сложно. Приходится трубу разрезать и отпаривать ее. Строим новые котельные. Вот сейчас мы строим котельную на птицефабрике, новую котельную. Строим центральные тепловые пункты. Ну, к примеру, на Чернышевского новый тепловой пункт. Мы в прошлом году 4 дома подключили, и в этом году еще 2 дома подключим к этой котельной. То есть занимаемся, скажем так, надежностью теплоснабжения одновременно с модернизацией, с переходом на новые технологии, которые позволили бы экономить газ, но при этом предоставлять качественную тепловую энергию. Как-то упростить труд наших работников. Все-таки, когда перед тобой один щит, на котором все показания связаны с температурой, с давлением, намного удобнее, когда одной клавишей можно выключить насос. Регулировать. Да, совершенно верно. Так, у меня как у обывателя, ну я не слишком сильно шарю, да, точнее сказать, я вообще не шарю, что там вообще такое, да. Насколько вообще у нас, точнее у вас, резерв? Есть понятие резерва по мощности. Скажем, отдельный резерв, который связан с материалами, с оборудованием. Да? У нас есть склады, у нас лежат на складах необходимое оборудование, необходимые там горелки, теплообменники, трубы, вентили, запорная арматура, чтобы оперативно поменять, утеплить, поменять. И есть резерв в самих котельных.
То есть резервный котел стоит. Ну, В случае, если один который, вышел, если один поломается, другой останется. грубо говоря, другой разожгли. Да, Так. совершенно верно. Есть резерв по насосам. То есть вот 3 насоса в котельной. Один в работе, 2 находятся в резерве. В случае, если насос этот сломался, переходим на другой насос. Этот тут же То ремонтируем. есть это получается годами какая-то выработанная система. Это да? план, Это план, да? ежегодный план, Ага. да, план предупредительного ремонта, план текущего ремонта и план капитального ремонта. То есть вот приходится между ними находить время на отпуск, к сожалению. Да? Ну, да. Людям очень трудно уйти в отпуск, потому что зимой мы стоим, грубо говоря, у котлов, а Все летом, время бдите, летом мы должны летом готовиться. готовься они летом, да? Поэтому грубо говоря, так. Ну, то есть дробим- работа вообще не дробим отпуск. прекращается. Да, совершенно Да, верно. ремонт должен, ну, текущий, должен делаться все время летом. Да? И если говорить про резерв, есть резерв по топливу. Не дай бог случай, Ну да. если газ не поступает в котельную, мы переходим на резервное топливо. Это либо дизель, где-то уголь, а где-то есть газ в баллонах пропан. Пропан. Да. И есть резерв по электроэнергии. У нас есть дизельные электростанции, Свои дески. дески. Есть передвижные, есть стационарные. Часть котельных оснащена стационарными, она стоит прямо рядышком с котельной и срабатывает в автоматическом режиме. А есть те, которые на автомобиле, на автомобиле подъезжаем к котельной, если котельная небольшая по мощности, и с автомобиля Раз, электроэнергию если что. получает. Свет Да. ушел туда-сюда. Да. Ну, короче, понятно. Осенью, сейчас, ну, как у нас соцсети же, да, ругаются, начинают, вот, уже холодно, тепло, когда дадут и все прочее. Кто эти нормативы устанавливает, каким образом, ну, то есть, когда отключение тепла, когда включение тепла, ну, вот эти моменты. Начнем с того, что есть законодательство, федеральное законодательство, что если среднесуточная температура... Среднесуточная температура, да. Плюс еще есть графики. Дело в том, что невозможно, чтобы котельная все время работала в комфортном режиме. Да? Невозможно такую температуру подать до квартиры, потому что у нас перепад достаточно большой. До 15 градусов может быть перепад. То есть днем плюс 15, а ночью около 0. Да? Бывает и больше. Да, и бывает и больше. И выдержать вот эту температуру, мгновенно остудить котельную невозможно, и мгновенно ее, наоборот, нагреть Тем более невозможно. котельные, это же большие мощности. Поэтому есть такие моменты, когда мы сами на себе даже ощущаем, что в какой-то момент либо жарко, либо откровенно Обычно холодно. начало отопительного, да. Да. Включили, жарко, окна хоть открывают. Ну что делать? Но, к сожалению, Это, да, невозможно, потому что мы понимаем, что нам нужно время 4, 5, 6 часов для того, чтобы прогреть, а сети бывают большие. У нас в целом у теплоэнергии больше 250 километров сетей. Их же нужно прогреть, Ну да, чтобы тепло дошло до потребителя. везде прошло. Совершенно верно. Подача, обратка, ну это я знаю. Да. Где-то еще, Правильно? не дай бог, завоздушило, правильно? Ну правильно, да. Ага. Поэтому вот перекос такой бывает. Это, может быть, он в центре России где-то, где таких перепадов больших нет, он сильно не ощущается, а у нас очень сильно ощущается. Ну что, Михаил, Да, можно перейти уже к картошке, закладывать уже. закладывать картошку. Так. Крупно порезанная картошка. Ага. Как картошка сварится, все будет Считаем, уже готово. Да. Хорошо. Ну, то есть практически получается как? Суп. 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 Второе блюдо. Первое блюдо. Совершенно верно. Совершенно верно. Суп с тефтелькой. Совершенно верно. Ага. Так, Михаил, ну что, мы про работу проговорили. Давайте уже теперь типа вашу семью, про увлечения. Расскажите, пожалуйста. Я знаю, вы любитель дачи, руками работать, все, ну как, обязывает. Да, совершенно верно. Дачу я просто обожаю. Мы уже открыли дачный сезон. Она у нас круглогодичная. На этой даче я с 6 лет. 6 лет. Это Сразу почти вопрос. 36 Много лет. снега пришлось расчистить? Очень много снега. Что Я происходит? всю зиму ездил, чистил снег. А, Очень много. Никогда такого не было, чтобы Никогда. снег доходил до уровня окон. Ранее, до того, как пришел в 2018 году в мэрию, я активно занимался выращиванием различных культур. ух ты. Сам теплица, огурцы, помидоры, перец. Активно росла у меня хорошо капуста, морковка, Ну свекла. откуда такая тяга? Ну это обычно... Бабушка научила. Так же? Бабушка научила. Да.
Бабушка научила, и вот я этим То занимался. есть прямо удовольствие за это получаете? Прямо вот такая капуста. Чумеете. Да, вот такие Нет, большие есть- кабачки. Я знаю людей, которые говорят, ну смотрите, зато свое, да. Да. Типа, так, И вот да. из всего своего очень вкусно приготовить борщ на огне. Очень вкусно получается. Заготовки наверняка делаете. Делал, да. Лечи и все прочее, да? Совершенно верно. Огурцы, помидоры солил очень активно. Варенье. Растет красная, черная смородина. Всегда и просто замораживал ягоду и делал варенье. Ну и кроме того, потихонечку сам строил. Ну, я не скажу, что я там баню построил своими руками, мне собрали коробку, а вот все, что связано с наличниками, с отделкой, все потихонечку сам изучил, электролобзик изучил, фрезу изучил, ну, потихонечку. Ну, сейчас что-то благо делал. такой век, что можно подсмотреть где-то, да. Инструмента много, Ага. YouTube в помощь, открыл, Как посмотрел, говорится. Ага. проблем никаких нет. Ну, да, да. Плюс занимаюсь такими вещами, которые мне очень интересны. Ну, например, там система видеонаблюдения, да, я ее сделал Кстати, да, собственными вы про руками. IT читал, да? Да. Я Ты собственными руками сделал на дачу, поставил видеокамеры, необходимые все линии провел. Это именно подключил. желание своими руками сделать, либо экономить? Это результат добиться. Нет, мне интересно. Вот там, где я работал в частной компании, я сам собрал полностью систему телефонии. Мне просто интересно. Мне просто изучать интересно. Мне нравится пойти Что-то купить. довести до ума, чтобы это работало. Да, пошел купил АТС, небольшой АТС, Так. и вот началось. Провод сюда, подключить, запрограммировать, поставить телефон. Очень интересно. Интересно просто интересно. Получаю удовольствие от этого. Собаки. Ну, вот, к сожалению, у меня в декабре одна собака умерла, Алабай. Алабай, уже возраст, и были болезни сердца. Умнющая собака. Очень умная У собака. нас тоже Алабай. Очень умная собака. Кавказец, Албай, ага. Никогда она у меня не была на привязи. Она всегда ходила спокойно по участку. Кто бы ни пришел, я имею в виду из друзей, гостей, она всегда видит и понимает, кто свой, кто не свой. Кстати, да. Если даже когда с ней гуляешь, идет человек, если он вдруг как-то так по-другому настроен сразу. Да, А если идет обычный человек, ну, никакого. Это как будто чувствует какую-то вот такую энергетику. Совершенно верно. Странно. Ну, сейчас одна собака у меня, это исландская собака. Исландская? Исландская Это что собака. такое собака? Это небольшая, на около 30 сантиметров холки, охотничья собака. Что-то похожее на лайку, только более меховая такая. Ей 11 лет, вот сейчас она у меня, и мы с семьей, с женой сейчас думаем о собаке, о второй собаке. Еще бы одна. Взять, да, вместо ушедшей, да, все-таки ну, в сердце освободилось место для нового щенка. Для Албая. Не знаю, вот мы Кавказец, думаем, Алабай. какую породу, пока не решили. А. Думаем. Что-то хочется тоже такое большое и тоже такое доброе. У нас дочке 4 годика, поэтому хотелось бы, чтобы собака не пугала ребенка. Я знаю, что вы еще генеалогию свою Да, сделали. пытаюсь изучить, я изучаю генеалогию. Мне очень интересно узнать, кто были мои предки. Я на сегодняшний момент дошел до прадедов и до прабабушек. И узнаю там совершенно интересные вещи. Там, к примеру, по линии моего отца, по линии мамы его, они челдоны. Еще раз? Чалдоны. Это что такое? Это свободные люди, это первопроходцы Сибири, которые жили в Сибири. Те люди, которые отрицали царскую власть, скажем так, да, они жили обособленно. Анархисты? Нет, наверное. Да, практически. Цыгане, анархисты. Ну, как сразу на ум это приходит же в первую очередь. Ну, вы, конечно, меня извините, если вдруг что не так. Там, если говорить о этническом составе, да, жили различные люди. Это были и буряты, и русские, и немцы. Вот. Они жили одной большой общиной, у них были большие дома. Они отрицали все. Отрицали законы, они жили только по своим законам, по Божьим законам в том числе. Они староверы. Вот. Я этого не знал. И узнал, что их... Где брали информацию? Ну вот расскажите телезрителям. Да, ну, то есть в архиве. многие в архивах. В архивах. Специальные Специально.
Запросы делал в архив Омской области, в Бурятский архив делал запрос. Здесь в архиве я приходил в читальный зал, собирал информацию. Ну, на самом деле, я думаю, что нужно помнить и знать, кто были твои предки. Ну да. Если есть кто-то не с очень хорошей историей, да, нужно посмотреть и постараться делать, не то что постараться, не нужно делать так же, как сделал он. А если этот человек был достойный человек, что-то сделал хорошее для мира, для семьи, для людей, то наоборот надо перенимать этот опыт. Поэтому я считаю, что я изучаю только для того, чтобы понять, вот, что хорошо, что плохо, и донести, наверное, это своим детям. И чтобы они тоже, вот, преемственность поколений. Да? Совершенно Ну, верно. Историю свою знать надо Обязательно. Хорошо, давайте резко перескочим. У меня такой вопрос, такой, с подковыркой может быть. Вы руководитель, Да. причем давно уже, да, ну и в мире, скажем так, ну, руководители, сейчас генеральный директор. Как относитесь? Вы строгий вообще начальник? Как себя пишете? Сейчас сотрудники ваши видят, типа. Ну, я бы не сказал, что я строгий. Я считаю себя справедливым человеком. Я считаю себя Но ведь справедливым. если человек виноват, то наказать это нормально. Совершенно верно. Ну да. Сколько я наказывал людей, никто не воспринимал это в штыки. То есть Ну, все чтобы это не воспринимали справедливость, со справедливостью. То есть человеку указать, сказать, вот твой косяк, вот тебе надо. вот Я тебе задавал надо. вопросы своим коллегам. Вот вы мне скажите, вы меня боитесь или уважаете? Ни один не сказал, что мы боимся. А что тебя бояться? Что Ну, то есть не бьете их? Просто относятся с уважением. Ага. Когда я пришел в теплоэнергию, я в первую очередь занялся коллективом. Вот внутренней жизнью коллектива. К сожалению, этого не было. Мы возродили правком. У нас появился мини-спортзал. У нас начали проводиться различные совместные праздники, соревнования. То есть появилась внутренняя жизнь Модное коллектива. слово тимбилдинг. Совершенно Да, верно, да, совершенно верно. Ну, то есть построение команды. в Ну, первую сейчас эти очередь, слова нельзя говорить, они Ну, будут эти слова, запрещены. Да? кстати, да, эти слова нельзя говорить, но да, это построение команды. Совершенно Чтобы верно. в коллективе Да. был единое вот это. Ну, давайте попробуем, что у нас получилось. Давайте, Я давайте. думаю, что Самое интересное. должно быть вкусно. Так, Картошки, нута. нут обязательно. Нут хорошо сварился. Хороший нут. Много бульона сюда не наливает обычно. Не нужно, да? Да, не Ну нужно. хорошо, вы тогда тоже себе, пожалуйста. Так, ну что, у нас уже насервировано. Михаил, давайте, как говорится, попробуем кюфту базбаш от Михаила Воробьева. Давайте попробуем. Да. Мясо нужно, мясо. Такой Горячо, горячо, горячо. Нет, здорово. вообще. определенный вкус. Да, определенный вкус, своеобразный вкус, да. Действительно, как мы говорим здесь, просто вкусно. Михаил, спасибо вам большое. Давайте, у нас такая, мы можем, конечно, стоять бесконечно, кушать в кадре, да, передача наша подходит к концу. У нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на камеру это пожелание для наших телезрителей. Уважаемые телезрители, хотелось бы в первую очередь пожелать вам здоровья, чтобы в ваших семьях всегда царило счастье, чтобы в ваших домах всегда было тепло, чтобы на ваших столах была такая еда, и чтобы вот этот вот запах, который мы ощущаем, Да. чтобы всегда был в вашем доме. Уют, как говорится, да? Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях генеральный директор акционерного общества «Теплоэнергия» Михаил Воробьев. Михаил, спасибо вам большое. А я Петр Спасибо Цепандин. На этом прощаемся. Будьте здоровы, друзья. И, как говорится, как мы, кушайте всегда просто вкусно. До свидания.